În rândul țărilor, CSI Moldova bate recordurile la creditele de consum luate. Studiul arată că în acest an suma creditelor a crescut cu 34%. Am decis să aflăm pentru ce iau locuitorii din Bălți credite. Deseori, contractarea unui credit poate aduce și riscuri. Беднота, у людей нет денег, и люди пытаются за счет этого как-то вроде бы выехать, но они попадают в кабалу еще больше, больше и больше. И остаются без домов, без жилья, без всего остаются. Забирают все у них. А вы брали хоть раз кредит? Нет, и никогда в жизни брать не буду, вы что? Нет, хватит. У меня дети брали когда-то дом ремонтировали, брали под ремонт. И мы почувствовали очень тяжело. Процент там был ого-го. За нехваток денег, нехваток, зарплата вообще у нас мизерная, я хочу вам сказать. Цены растут с каждым днем, а зарплаты вообще даже еще меньше. Я стараюсь не брать. Почему люди берут? Может, не знают, как сложно потом отдавать, не знают всех тонкостей и проблем, которые потом возникают. Поэтому я стараюсь обходиться тем, что есть. Стараюсь не брать, не рисковать. Но основная причина, почему берут деньги, это негде взять, нет работы. Может, маленькие пенсии, у кого разные проблемы. Но как мы живем, потому в долг кто-то кому-то и приходится жить. Potrivit bălțenilor, oamenii iau credite din cauza veniturilor scăzute și a nivelului de trai. Unii au nevoie de resurse pentru lucrări de reparații sau pentru o intervenție chirurgicală gravă. Orășenii susțin că riscurile sunt mult mai mari dacă împrumuturile sunt luate de la instituțiile creditare nebancare. Риск, да, есть. У меня знакомая есть, она взяла где-то 16 тысяч лей и не смогла отдать, так она вернула где-то больше 30. Да. Большой риск, я знаю. Я не за кредиты. Очень большой риск, потому что потом не сможете отдавать. Там проценты идут, и там надо быть очень внимательны. Когда это берешь, чтобы читать там что-то, какие с вас потребности. Если вы не сможете давать, потом вы остаетесь без ничего. Я работаю, мне не надо. Я работаю, мне хватает. Никогда кредитов не брал. Вы считаете, это большой риск взять кредит? Взять, да. Думаю, что да. То есть ты берешь, ты уже должен, мало ли что случится. Заболел, вариантов много. Люди берут кредиты, потом чем отдавать те кредиты? Чем отдавать? Если зарплаты не хватает на коммунальные услуги, не хватает еще летом как летом, а вот зимой за отопление приходит. Ладно, еще молодые как молодые, а пенсионеры, которые живут в городе, квартиру имеют, как им оплачивать? Даже за тепло не хватает. Вы сами хоть раз брали кредит? Да, брал. Очень тяжело отдавать. Очень тяжело. Еще и проценты эти убивают. Терять работу, финансирование, это в любую минуту можно. Поэтому это очень рискованно. Конечно, надо жить по средствам, но средства, к сожалению, очень мало у нас. Работы очень мало, очень низкооплачиваемые, поэтому, скорее всего, из-за этого. Astăzi, în Moldova, există peste 166 de organizații creditare nebancare. Există doar 11 bănci licențiate care oferă împrumuturi de consum. Vyacheslav Ioniță, expert în domeniul economiei care a participat la cercetare, afirmă că Moldova a înregistrat anul acesta cea mai mare creștere a creditelor de consum din întreg spațiul CSI. Specialistul presupune că creșterea de 34% este un record și pentru Europa. Kazahstanul se află pe locul 2 cu o creștere de 28,3%. Suma creditelor de consum din Moldova a ajuns la 567 de milioane de dolari SUA, iar ritmul de creștere rămâne mult mai mare decât media din ultimii ani.